Очень важные слова Шейха Самина, в нем правила, нормы, чтобы мы понимали правильно этот вопрос. Если человек приближается к Аллаху Субхану ва Тааля, хочет приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля, имеет намерение такое, посредством какого-то деяния, которое является бида, является новшеством. Что мы скажем? Если человек не знает истину и не знает, что это новшество, как мы к нему относимся? Мы говорим, за намерение его искреннее, да, этот человек, ему простительно, за его намерение искреннее. Но можем мы сказать про его деяние, что оно правильное? Нет, но деяние мы говорим какое? Ошибочное. Хорошо. Поэтому можно сказать про людей, которые совершают бид'аты, что да, они награждаются за что? За свое хорошее намерение. Но при каком условии? Внимательно. При условии, что они не знают истину. А если уже узнал истину, то тогда уже непростительно это тебе. И тогда не награждается человек, а наоборот, что наказывается. Итак, человек, если не знает истину, но искренне хочет к Аллаху Субхану ва Тааля приблизиться и совершать какое-то деяние, которое является бида. Что мы говорим? Человек такой награждается за свое хорошее намерение. Хорошо. Про деяние же мы говорим, что неправильно. Ошибка. Что же касается имамов теперь, лидеров их, руководителей, которые знают истину, но отвергают ее. Ради чего? Ради того, чтобы не лишиться своего положения, авторитета. То про них мы скажем, что они похожи на Абу Джахля, похожи на Абу Лахаба, похожи на Утбата ибн Рабия, похожи на Аль-Валида ибн Мугира и других. Почему? Потому что они пошли наперекор пророку, алейхиссалату вассалям, отвергли истину. Из-за чего? Не желая расставаться со своей властью, со своим положением. Из-за этого. И вот эти люди, которые являются имамами, предводителями бид'атов, знают истину, но отвергают ее из-за чего? Не желая расставаться со своим статусом, мы говорим, похоже на кого? На Абу Джахля, Утбу ибн Рабия, еще Валид ибн Мугира и так далее. Их поступки то же самое. А последователи их, вот этих вот лидеров, мы говорили, на две части делятся. Еще раз. Они делятся на две части. Первая часть, это те, которые не знают истину. Ничего не знают про истину. В то же время они не допускают какого-то упущения в поиске истины. То есть то, что от них зависит, для поиска истины они делают. Но, кроме этого, ничего больше не знают, кроме этих бид'атов. Не дошло до них знания. Они думают, что вот то, что они делают, это и есть истина. Это донесли им те люди, которых они считают авторитетами в религии, в исламе. Вот эти люди ма'зурун, то есть им простительно. А вторая группа из последователей, это те, которые уже узнали истину, но отвергают ее из-за фанатичной приверженности своим имамам, своим шейхам, своим предводителям. Вот у этих нет узра, нет уважительной причины, нет оправдания. Потому что они похожи на кого? На те, которые сказали: «Инна ваджадна абана аля умма, ва инна аля асарим мухтаду». Мы застали наших отцов на умме, то есть на религии, и мы будем следовать по их стопам.